отчетного концерта остается очень мало времени. У педагогов остался большой объем работы, который необходимо завершить до концерта. И они в основном беспокоятся за номинантов, опасаясь того, что их подопечные не смогут как следует подготовить музыкальные номера. Но ничуть не меньше волнуются и сами участники, которым за один день приходится работать с несколькими педагогами разных направлений. Смотри, ты опять не сделала. Ты торопишься. Вот ты обошла. Смотри, прошла, да? Держи ручки. Голова сюда. Обошла, смотри. Ставишь кувшин, спокойно, медленно надо ставить. Медленно поставила кувшин. Теперь берешь красиво руки. Голова в сторону руки открытой. Открывай. Пошли. Голова куда? Вот сюда, да. Так. Вот ты идешь, идешь, идешь. Теперь взмах руками, поворот делай, поворот. И вот только когда начинает тарадам, 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 вот тогда ты только идешь с этой рукой. Тарадам, тарадам, тарадам. Не торопись. Понятно? Ты поняла меня? И эту теперь ручку. То же самое. Теперь снизу ее потянулась чуть-чуть скромно, глаза опущены. Все. Отходишь назад, отворачиваешься, стоишь. Теперь он, когда к тебе подойдет, берешь платочек свой и протягивай, глаза опущены. Отдала платок, постой немножко, сразу не хватай этот кувшин. Поняла? Отдала платочек, опусти глаза. Теперь спокойно подойди к кувшину, медленно его возьми, взяла. И пошли. И пошли с кувшином уже. Отходим. Шире круг это делаешь. Вот так у тебя кувшин. Вот здесь, когда дошла, оглянись теперь снова. Оглянулась. И спокойно, медленно отвернулась и пошла. Очень важно, когда дуэт слышит друг друга. Вот только тогда может быть
гармония в дуэте. Ну смотрите, здесь не обязательно нам проходить мастер-класс, актерское мастерство. Не нужно. Вы внутренне должны ощущать. Если вышли два друга, один первый вышел, Фасян, да? Вышел. Временно, друзья, будьте на сцене. Хорошо? Эти 3 с лишним минуты, хорошо? Когда Фасян вышел, ты не как тень идешь, Майбек, за ним стал. А подошел вдруг, ассаламу алейкум, так, спокойненько, и пошел дальше, как бы, знаешь, вот, и я пришел, я тебя сейчас поддержу. Вот такое состояние, я ищу. Хайда, вот эти окончания у тебя проблематичные. Та-да-да, та-да-да. Ровнее держи. Ти-да-да, та-да-да. Поняла? Запомни обязательно эти моменты. Но, видишь, вот в такой песне, да, ты как горянка вышла, от тебя требуется только женственность, нежность, светлая улыбка, чистота твоя. И, естественно, Марьям постарается сделать тебе антураж, танец. Проигрыш очень длинный, поэтому ты не знаешь, куда себя деть, а когда будет у тебя антураж, да, поняла ты, да, вокруг тебя как бы танцевать, а вот, тогда уже тебе легче будет. Эту песню тогда выучи, хорошо? Так определили, Амиш. Сюда солнце дует, дует. Как ты набояла, на это мы твердо, да? Хорошо. Должен быть восточный мелизм. Я тебе вчера, по-моему, замечание сделал. Да-да-да-да-да-да. Не надо этого делать. Это уже кто-то сделал, не нужно повторять. Мы поем не Восток. У нас есть наш чеченский колорит. И он, я бы не сказала, что он хуже всех, он лучше всех. Для нас, во всяком случае. Когда поете, не кружитесь. Это уже не песня. Даже если на лезгиночном жанре исполняется, это уже не песня. Вы уже отвлекаетесь. Кружиться можно только в проигрыше, в паузе, когда вы не поете. С собой возьми, с собой. Денисна, было хорошо, но не на 5, не отлично. Момент в конце, на коду, когда идешь, не надо перетягивать, ты уже должен знать что-то финал. С тобой, остановился! А где воздух? Тогда тебя много будет. Понял? А улыбка где? Милана, почему вы боитесь улыбаться? Поиграй с этой песней. Она напрашивается на то, что ты играла в ней, а не грустила. Честно говоря, я волнуюсь за всех. Но, конечно, есть, как говорится, фавориты, может, такое грубое слово, но есть талантливые люди, которых мы с Ацитой Шамилевой выделили для себя в дальнейшем.
для работы в дальнейшем, так сказать. Какая наша вина, что эти мерзавцы издеваются над невинными людьми? Пусть Аллах покарает их. Не верю. Свою шкуру хочешь спасти? Пусть проклятие Всевышнего падет на голову тех, кто издевается над невинными людьми. Творческий диапазон этого актера широк, ему подвластны все жанры, от легкой комедии до высокой драмы. Думаю, что Успан Зубайраев не нуждается в представлении. Он пользуется большой популярностью у зрителей республики. С душой, стойким юмором и мудростью старца, передавая черты чеченского характера, актером сыграны роли генералов, полковников, спекулянтов, шутов и многие другие. В 2005 году ему присвоено почетное звание «Народный артист Чеченской Республики». Ныне он является главным режиссером театра «Серло». Однако сегодня, как бы странно это ни звучало, нашим главным героем является не он, а его племянник Денис Зубайраев, участник и один из первых номинантов проекта «Декаса-Ас». О проекте «Декаса-Ас» я узнал случайно от своих однокурсников. Вот. Просто подумал, пойду. Ну, пройду, не пройду, просто было такое как бы мнение. Шел туда, спел песню, прошел. Вот. Ну, прошел. Для меня это было как бы шоком, что я вообще прошел, что вообще кто-то меня взял. Вот такое было ощущение. Я хочу сказать о том, что многие мои друзья, мои ровесники видели его по телевизору. Единственное, то, что я не видел. Хотя знал, что семья наша талантливая, способная, а тем более не только в певческом, но, оказывается, в актерском был еще мастер. Да. В актерском. Дядя Дени является не первой и, пожалуй, не единственной творческой личностью в их семье. Успан Зубайраев рассказал нам о том, что его покойный брат Руслан, отец Дени и Хамзата, тоже увлекался музыкой. Племянник в действительности меня сегодня поразил. Еще одно, что в детстве кое-какие заметки были в отношении моего брата. Когда он был маленький, он всегда вот смотрел в те времена, что единственное наслаждение и увлечение было, это когда в селе кто-то приезжал или умел играть на балалайке. Это Дечик Олга. И это ему понравилось, и он попросил отца купить ему балалайку, но он купил ему мандолину. Значит, от отца это все передалось. Многие будут, наверное, говорить, что вот хвалит своего племянника. Да, я хвалю, я не стыжусь ни перед кем. Если я не похвалю, потом же, лучше я первым похвалю, а люди потом будут хвалить уже. Потом будут они хвалить его. Мама Дени Зубайраева – композитор и автор музыки многих песен, которые исполняются артистами на профессиональной сцене. Ей присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики» еще в 1970 году. И отсюда можно сделать вывод, что желание и стремление выйти на большую сцену у Дени заложено генетически. Мама была категорически против, чтобы я занимался музыкой, шел, пел. Вот, потому что она знает, что путь артиста очень тяжелый. Вот, в жизни. По своей сфере знает, сама там, музыкант. Вот. Но увидела, как я пою на отчетном концерте, поняла, что из него что-то выйдет. И сама теперь поддерживает меня. В 7 утра он каждый день вставал, сюда ехал в школу, очень далеко, 18-20 километров от города эта школа находится. Сюда приезжал, с утра до вечера он пел. Буквально истязал себя, он не попадал на ноты. И потом вдруг, откуда ни возьмись, вот этот мощный голос, и на концерте то, что я увидела, конечно, я аж расплакалась. Почему так жесток снег оставляет твои следы? И вокруг зачем петь, и бежишь от меня ты? Не дает до утра спать снег, растаявший он вода. Ты одно лишь должна знать, я люблю тебя навсегда. Я когда пел, я не знаю, это было вообще странное ощущение было.
Я выдавался весь, выложился. После этого как бы отчетного концерта я просто день просто ни с кем не мог разговаривать практически. Просто до того было вот как бы все отдал бы, и ты обездвижен уже. Неповторимый баритон, высокий артистизм и душевная щедрость Муслима Магомаева покорили не одно поколение слушателей. Денис Зубайраев – один из тех людей, которые восхищаются его творчеством. Для своего сольного выступления на первый отчетный концерт он выбрал песню из репертуара выдающегося певца. Море встречает, сердце как в песне летит из груди. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу, детские сказки на синих ладонях несет корабли. Сацита Шамилева, педагог Дани, знает Анжелу Зубайраеву давно. Они были знакомы еще с тех времен, когда Анжела являлась художественным руководителем Государственного театрально-концертного зала. Но Дани Сацита впервые увидела на кастинге проекта «Дека Саас». Меня просто поразил, когда я его услышала, бархат его голоса, красивый тембр. Правда, было у него такое волнение, не было конкретного попадания в нотки, как говорит Анжела, ровного звучания, но был блеск в глазах, теплота. Это очень, я считаю, важнее любого богатства, можно так сказать. И вот он приносит на проект песни настоящие, историю любви, море зовет. Мы с Мариам Ташаевой сидим и думаем, откуда у него такой вкус. Вот не какие-то песни, однодневки он поет, а именно все настоящее и сложные вещи. Но оказывается, это, конечно, от родителей. Вот сейчас я выбрал песню Муслима Магомаева «Синяя вечность» называется. На первом ознакомительном концерте у меня не было смелости ее выбрать, как бы спеть ее, потому что это очень сложная песня. И у него все сложные песни, если честно говорить. Вот. Просто за него хвататься я не хотел. А сейчас, я думаю, уже надо, потому что себя показывать уже. Денис Зубайраев – один из первых 7 номинантов проекта «Дека Саас». На ознакомительном концерте он смог затронуть не только сердца зрителей в зале. Дени – это самое яркое выступление в нашем концерте. Дени пел всем нутром. Он хорошо усвоил, что для вокалиста самое главное – это эмоциональный фактор. Все отдал зрителю, ушел пустой. Сделал так, как мы с Мариам хотели. Хочу пожелать ему, чтобы на следующий день после отчетного концерта для Дени прозвучали такие же слова. Следите за проектом «Дека Саас». Кто знает, может, на ваших глазах формируется будущее достояние культуры Чеченской Республики. Если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути ничего уже не вернуть. Только знай, что в конце пути никого уже